Ух, сложнейший вопрос. Пожалуй, политики для меня это такая каста, особая каста людей, которая сродни артистам, шоуменам. Я считаю, все-таки политики – это люди, которые, безусловно, обладают такими профессиональными навыками артистическими, умеют играть на публику, умеют… Это лидеры, конечно, это лидеры, безусловно. Но вот вопрос в другом. Вопрос все-таки в нравственном аспекте. Да? Насколько их уверения, насколько их речи, насколько их выступления всегда приводят к исполнению того, чего они обещают. Как правило, наверное, ну вот сейчас из современных политиков я вообще не могу назвать ни одного человека, который бы мне импонировал. Нужно было Обаму причислить к социалистам, с одной стороны, но как-то не знаю, но вот не кажется он мне президентом. Не идет, мне кажется, ему роль президента. Все-таки тоже какой-то президент. Помните тот момент, когда он разозлился и хлопнул ногой по двери? А поскольку нога такая высокая, длинная, то такой был отскок мощнейший в этой двери, и он, по-моему, сматерился даже как-то. Ну вот, мне кажется, такие моменты нельзя себе… Ну, это опять-таки частность, это можно не это. Пожалуй, я, наверное, может быть, какой-то флер существует, такой вот политиков, тяжеловесов. Я считаю, что, наверное, Черчилль, Уинстон Черчилль, не зря вот вошел в историю таким образом, как политик-тяжеловес, и хоть он и произнес фултонскую речь, которая была направлена против моей родины, да, о начале холодной войны, но тем не менее, вот как человек, как политик, наверное, да. Я думаю, что если бы я была мужчиной, если бы я ушла в политику, наверное, я бы хотела быть на него похожа. И, наверное, бы была на него похожа. Ну, пожалуй, наверное, да, все, я не могу больше никого. Ну, Маргарет Тэтчер из женщин, если взять, ну, железная леди, да, железная леди. Наверное, женщина. Ох, свет выключи.